Якутский карась, подвид золотого карася, лучеперая рыба семейства карповых. Карась – рыба средней величины. Обитает в Восточной Сибири, в озерах Якутии. До выделения этого подвида специалисты расходились во мнении, карась какого вида обитает в Якутии. Некоторые авторы утверждали, что в Якутии водятся два вида – золотой и серебряный. Другие признавали только один вид – первый или второй. Третьи утверждали, что существует некий третий вид. Карась считается символом великодушия, богатства и справедливости. Ареал вида карася обширный и занимает значительные территории Евразии. Якутский подвид распространен в бассейнах рек Лена, Яна, Индигирка, Колыма. Биохимический состав карася Якутии. Вода 68%, белки 16%, жиры 11%, углеводы 0,90%. Условия жизни в тайге, на крайнем севере, вдоль рек, наложили решающий отпечаток на якутскую кухню. В ней широко используется сибирская рыба. Всевозможные рыбные блюда являлись для северного народа поставщиком не только ценного белка, фосфора, кальция, витаминов А, Д и других, но и ценного рыбьего жира, восполнявшего недостаток в растительных жирах. Кроме того, в жирах рыб, живущих в холодных водах, имеются специфические полиненасыщенные элементы, так необходимые для организма человека, для его красоты, силы и выносливости. Карася готовят в якутской кухне по-разному. Карась вареный, карась на рожне, жареный карась, уха из карася с молоком, карась в сметане, языки карасей в масле или на рожне. Могут также быть оладьи с карасевой икрой, а также икра карасевая отварная. Блюда из карася – одни из самых популярных на столе у обычной якутской семьи. Особенно вкусно из него получается уха. Также карася жарят, жареных карасей едят вместе с внутренностями. Единственное, вынимается только желчь при подготовке рыбы. Также на данном этапе делаются частые надрезы для того, чтобы спинные мелкие косточки растворились при жарке. В Якутии карась особенно жирный. Все-таки долгую зиму надо пережить подо льдом. Кроме того, в нем много белка и кальция. Во время войны, когда практически все продовольствие забиралось на фронт, жителей спасали от голода караси и зайцы, поэтому к ним здесь особое уважение. В Якутске даже поставили небольшой памятник карасю. Отличительная особенность якутских карасей по сравнению с европейскими – высокая жирность до 10% против 2,5%. Высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, макро- и микроэлементов, витаминов. Поэтому они обладают высокой энергетической ценностью. Мунха – традиционная зимняя рыбалка якутов. Знаменитая в республике подледная рыбалка на карася, называемая мунха, в переводе «невод». Своим названием рыбалка обязана специальному неводу, который позволяет всего за один раз получить улов с целого озера. Устройство этого снаряжения сохранилось с древних времен, однако сегодня оно изготавливается не из конского волоса, а из рыболовных сетей. Снасть состоит из двух крыльев длиной 100 метров и более. В месте их соединения находится мотня, куда в итоге сбивается вся пойманная рыба. Традиция отмечать промысел всей деревни пришла с давних времен. В старину во время мунхи проводились состязания аланхасутов-импровизаторов, сказителей якутского героического эпоса Аланхо. Сейчас в отдельных районах стали возрождать забытые традиции. Приехали мы на рыбалку в Усть-Савданский улус. Если людей мало, тут в данный период рыбалка разрешена. Мы покажем вам весь процесс мунхи, как он происходит. Сейчас мы будем подготавливать невод. Специально подготовили траву, чтобы поставить, где будет этот невод выходить. И потихоньку начнем подготавливаться. Сперва сделаем чердак, куда отпустится невод, и 2 лунки. И сейчас будет происходить загон рыбы. То есть сперва проходит первый раз неводом, ее загоняют, а второй раз какую-то часть рыбы вытаскивают. И мы вам попытаемся показать весь этот процесс.
Мунха начинается с того, что группа людей подготавливает невод к спуску. Они начинают раскладывать и распутывать его, чтобы перед спуском он был полностью расправлен. Также к двум концам невода привязывают так называемые направляющие. Обычно это жердь. Именно с помощью нее невод будет направляться под водой. Пока первая группа людей подготавливает невод к спуску, две остальные группы готовят лунки для направления невода под водой. Каждый человек выполняет свои определенные обязанности. После того, как невод распутают и подготовят к спуску, начинается подготовка проруби чердака для спуска невода в воду. Чердак должен быть полностью очищен от льда, чтобы во время спуска он не мешал неводу. Спускают его не спеша и по команде, чтобы во время спуска он не собрался под водой и не запутался. Начинается процесс погружения невода в воду. На память детям, бар музей гэнг старым. Био эме кэнг араму хан палаг. Группа людей, которые отвечают за подготовку лунок для протягивания невода, делится по своим ролям. Сначала идет человек, который ставит метки, где будут находиться лунки. Следом за ним сразу же следует человек с ледобуром. Именно он высверливает небольшие лунки, чтобы их легче было сделать больше. Также есть те, кто отвечает за ход невода под водой. Именно они контролируют его направление с помощью необходимых инструментов. Пока один с помощью вил проталкивает жердь с неводом под водой, следующий стоит на другой лунке и с помощью палки с крючком ловит ту самую направляющую и задерживает ее, пока к нему не подойдет человек с вилом. Также есть те, кто очищает проделанные лунки от верхнего льда с помощью необычной лопаты с отверстиями. Ведь лед мешает неводу, жерди и инструментам. Весь процесс отнимает очень много времени и сил, ведь одна сторона невода достигает 125 метров, поэтому все работают сообща. Обычно в каждой группе до 15 человек. Есть и те, кто протаскивает невод под водой. Это делается с помощью веревки. Обычно ее тянут 2 человека, так как крыло невода очень большое и тяжелое. Высверленные лунки нужно подготовить по диаметру инструментов. Для этого используют пишню, чтобы сделать лунки больше. Пока вторая и третья группы участников проталкивают оба крыла под водой, первая группа начинает готовить чердак с другой стороны озера, где будет выходить невод. Он должен быть обязательно круглым и в диаметре таким же большим, как и тот, в который отпускали невод в самом начале, ведь рыбы ожидается обычно много. Обычно всем действом руководит один из самых опытных стариков, который знает, где и как лучше проводить невод. Перед началом обязательно кормят огонь, задабривая Баяная, хозяина леса, покровителя охотников и рыбаков.
Во время этой рыбалки соблюдаются многие приметы. Нельзя громко кричать, шумно радоваться, а то дух озера обидится. И если во время лова прилетит ворон, хоть один, хоть стая, это к доброму улову. Они чувствуют, что им что-то достанется. Конечно, все эти приметы, может, и действуют, но по большому счету все зависит от правильного выбора места и мастерства самих рыбаков. Улов может исчисляться от 10 до 100 и более мешков отборного карася. Озера, где можно не водить, якуты тщательно берегут. Туда не водят скот на водопой, запрещается шуметь во время нереста рыбы, зимой делаются специальные лунки для насыщения озера кислородом. Опытные люди советуют давать водоему, откуда не раз брали богатый улов, отдых в течение года как минимум. В некоторых случаях даже могут выловить карасей из богатого озера с единственной целью – выпустить их там, где рыбы практически не осталось. Через несколько лет экологический баланс будет восстановлен, рыба даст достаточно потомства, и ее снова можно будет добывать. Сначала одни готовят невод к спуску, другие в это время прорубают пишней большие полыни черда на местах спуска и вытаскивания невода с добычей. Между ними продольно с двух сторон делаются лунки, по которым будут тащить так называемые крылья, концы невода. К ним привязывают веревки с палками. Когда в большую прорубь спускают невод, то палки идут под лунками, где их ловят деревянным крюком и пускают дальше. И так до самого центра вытаскивания матки, центра невода. Оба крыла обязательно тянут порознь во избежание запутывания сети. Часто бывает, что невод наталкивается на корягу или сучья, тогда приходится его вытаскивать и повторять все заново. Раньше, во время движения невода, отдельная бригада с шумом и криками, постукивая по льду шестом, загоняет рыбу к главной проруби. Но сейчас люди активно начинают использовать транспорт. Если ворон, то что-то будет. После завершения рыбалки весь улов принято делить на всех, кто присутствовал на мунхе, причем не по семьям, а по количеству всех. Таким образом, и старикам, и немощным, и детям, не умеющим еще держать веревку, достается поровну со всеми участниками. Уловы бывают порой очень большие, но если учесть, сколько людей в них участвовали, то не так уж и много достается каждому. На зиму этого точно не хватит. Для гостей Якутии мунха – невероятное зрелище. Мало кто выловит тонну рыбы, да еще поделит улов на всю деревню поровну. Первый день рыбалки закончился для нас с небольшим уловом, и мы решили остаться на второй день мунхи. Следующий день мунхи прошел удачней, и количество рыбы было намного больше. И когда все закончилось, мы отправились обратно в город. Вот и подошла наша мунха к концу, и мы хотели бы разделить весь наш пойманный улов, часть улова по традиции духа охоты. Обычно улов делится между малоимущими семьями, между старыми женщинами, между стариками или теми, кто не может принять участие в мунхе. В прошлом году мы раздали караси женщинам, всего было роздано 30 мешков, если вы помните из наших новостей. А в этом году мы обратились к волонтеру Антону Васильеву за помощью. Он нам помог составить список малоимущих семей,
И в этом году мы сейчас поедем и раздадим все караси малоимущим семьям. Вы, наверное, знаете меня, Василий? Да, конечно, Антон, знаем. Спасибо Вот большое. охотный двор проводит Спасибо, знаем. благотворительную акцию. Каждый год они муху проводят. И то, что наловили рыбу, они делятся с людьми. В этом году решили помочь вам, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Как тебя зовут? А? Руслан, самая большая рыба. Это ваши? Да. Нет, это все ваше. Ты тоже их нет? Это моя. А, ну все равно забирай. И меньше достанется. Да? И меньше достанется. Возьми дверь. Компания «Охотный двор» уже не первый раз проводит раздачу пойманных карасей после участия в Мунхе. В прошлом году наша компания раздала 30 мешков карасей пожилым женщинам. Было приятно наблюдать за эмоциями людей, которые в силу своего возраста или невозможности не могут сами принимать участие в Мунхе. В этом году мы решили раздать карасей малоимущим, многодетным и попавшим в трудную жизненную ситуацию семьям. Для этого обратились за помощью к волонтеру, добровольцу Антону Васильеву, и он с радостью откликнулся на нашу просьбу. Благотворительность – это само по себе доброе дело. Она приходит с раскрытыми ладонями, ведь ее назначение – отдавать. Благотворение только тогда благотворение, когда оно жертва. И не из расчета или страха наказания, а из доброты должны расти благодеяния. Благие намерения – ничто, если они не претворяются в добрые дела. Каждый человек должен творить добро своему миру, людям, а творя добро другим, ты делаешь его и себе. И как же радостно на душе, когда хотя бы одному человеку в этом мире ты смог помочь, сделал ему добро. А когда ты даруешь свет, тьма исчезнет сама собой. А даруя добро, исчезнет зло. Делая добро, нужно запомнить одно простое правило, что не надо требовать добра от других, не надо ждать отдачи. Нужно делать добро просто так, ради помощи, ради добра. Это ведь совсем не сложно. Нужно только начать с себя. В этом году решили поделиться с вами. Мы уже 10 пакетов раздали. Вы 11 был. Можно зайти? Вот он, карасики. Ой, аккуратненько. Положила. Это вам не один, не это, а это полностью все ваше. А, да? Да, это все ваше. Ага, хорошо. Спасибо большое. И собачка. Юля, добрый вечер. У нас 14 семья, кому мы дали. Здравствуйте, дядя Антон. Здравствуйте, дядя Антон. Вот на. Здравствуйте, дядя Антон. Это тебе? Карасики. Карась. А вот тебе. Анечка, рыбка. Чем надо? Спасибо.